Гости праздника сразу же окунаются в атмосферу Сабантуя. Прямо у ворот всех пришедших встречают танцевальные коллективы, оркестр музыкальной школы, участники конференса. Красочно оформили свои площадки и предприятия Нурлата. Мастер-классы по изготовлению сувениров, семейный музей Насыбулиных, пасека с медведем и Машей. Нурлатский Сабантуй, как всегда, изобиловал яркими площадками. Здесь же можно было почувствовать себя в старинном татарском подворье, мастерской ремесленников и вместе с участниками специальной военной операции отведать солдатской каши. Каша гречневая, суп, отправленный из-под пацанами из зоны СВО. Среди угостившихся и боец с позывным «Дон». На Сабантуе он вместе с семьей. Очень повезло, я даже рад, я приехал сюда и попал на Сабантуй. У меня муж приехал в отпуск, вот, попал в такой хороший праздник Сабантуй. Вышел с семьей погулять, гуляем, празднуем. Все рады, все довольны. Майдан в красках Сабантуя. В песнях и танцах прославляется богатая история татарского народа, его традиции и обычаи, а также человек труда. Благодарность в адрес сельских тружеников из уст гостей мероприятия. С достойными показателями встречают сегодняшний праздник все сельхозпредприятия района. Они в установленные агротехнические сроки и с хорошим качеством провели весь комплекс весенне-полевых работ. Пусть нынешний Сабантуй подарит самые положительные эмоции и придаст новые силы для творчества и созидательного труда. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья, мира, добра и благополучия. Рустам Нургалиевич Миниханов. На сцене батыры сельскохозяйственной отрасли, главные виновники Сабантуя. Халида Исхакова в животноводстве около 40 лет. На Сабантуе этого года она удостаивается звания заслуженного работника. Я люблю свою работу, люблю животных, поэтому и остались в деревне. Очень рада, спасибо руководству за оценку моего труда. Благодарственные письма, почетные грамоты в день Сабантуя достались многим нурлатцам. Мы же порадовались за нашего директора Резиду Гиняеву. Ей вручается медаль за доблестный труд. Свои награды получают и нефтяники. На малой сцене их награждает глава района и директор Татри-Тэкнефти Алексей Палий. Он отмечает, что из года в год предприятие оказывает посильную помощь в организации национального праздника. В этом году его приурочили к году семьи. На нашем предприятии работает очень много династий. Сегодня мы выделили несколько из них, наградили, отметили их труд с уважением. Ну и, конечно же, поздравили всех участников сегодняшнего торжества с таким национальным татарским праздником Сабантуй. Среди получателей и семья Файзудиновых. Общему нефтяному делу они посвятили более 60 лет. Наша семья Файзудиновых работает на нашей компании. ООР-ТЭК, и супруга, и сын, и дочь, и зять с невестой работает. Очень благодарны этой компании. Она нам по молодости очень помогла, так как мы выбирались как молодые специалисты. Будем дальше работать и поддержим, чем сможем. Нурлатский Сабантуй запомнился в этом году и гигантским чак-чаком. Татарская национальная сладость весом 186 килограммов стала украшением праздника. Отведать ее смог любой желающий. Гульнас Хасаншина, Рустем Шагапов, Вести Нурлата.